Вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Александр Лысак. Сегодня мы говорим о перспективах развития промышленности республики. Гость студии – новый министр промышленности и геологии Республики Саха-Якутия Максим Терещенко. Максим Викторович, здравствуйте, спасибо, что пришли к нам в студию. Добрый день, Александр. Вот когда вас представляли коллективу министерства, вы поставили задачу работать на результат, чтобы министерство стало одним из ключевых в структуре правительства. Как добиваться этого будете? Результат действительно является важным в любом направлении, в которое не возьми. То есть начиная от бытового уровня, тем более продолжая на уровне управления, на уровне руководства. Результаты работы министерства измеряются не только и не столько изданием количества разнообразных указов, распоряжений, то есть нормативных актов, а измеряется конкретными показателями. В данном случае это рост производительности, рост производства, соответственно, создание количества новых рабочих мест. То есть все то, что измеримо, все то, что понятно людям, все то, что отражается на их благосостоянии. Поэтому важно, как мы идем к этому результату, но самое важное является результат. Вот те, в том числе ключевые показатели, о которых я вам сказал, и являются результатом. Все остальное – это движение. Люди движения как такового часто не ощущают на себе. То есть, как новоселы, например, заселяются, ждут заселения в новый дом. Но пока они не заедут, не получат ключи, они результата конкретного не увидят. Так и в этом случае. Вот каких принципов в работе, как новый министр, вы все-таки будете придерживаться? Понятно, вы уже сказали, главное – результат, но что-то же еще есть, кроме результата. Но я озвучил ряд принципов своих, которых придерживаюсь в работе и которые рассчитываются получить от коллектива, с которым мы будем работать. В принципе, заинтересованные стороны их тоже слышали уже. То есть это, естественно, грамотность и профессионализм сотрудников. Потому что от этого зависит как раз и достижение результата. Это ответственность. Ответственность за свои действия, за направления, которыми сотрудники занимаются. Несомненно, это исполнительность. Стоят задачи, они всегда должны быть исполнены в срок. Потому что есть поручения. Мы уже обратили на встречи сегодня с моими заместителями, руководителями департаментов на исполнительскую дисциплину в министерстве. Несомненно, это инициативность. Причем я хотел бы отметить полезную инициативность. Мы должны развиваться, мы не должны быть просто статистами. То есть необходимо инициировать новые процессы, то есть заниматься развитием нашей промышленности. То, чего я хотел бы увидеть, в том числе от своих сотрудников, и готов, и буду этим заниматься вопросом. Но один из моментов, о котором не говорил до этого, хотел бы сказать, один из таких тоже принципов: нет ничего невозможного. Стоит задача, она может и должна быть исполнена. И я вам ручаюсь, что в случае нашего министерства будет именно так. Вот развитие промышленности в Якутии, несмотря на курс к диверсификации, все еще сохраняет такую ресурсно-сырьевую модель. Как вы считаете, нужно ли развивать перерабатывающее производство в республике? Ресурсная модель, конечно, на сегодня эти производства являются у нас определяющими локомотивами действия, развития нашего. Но, тем не менее, необходимо уделять внимание и другим направлениям. То есть обрабатывающая, перерабатывающая промышленность создает дополнительную стоимость, создает новый продукт, то есть создает новые возможности для его транспортировки, создает новые рабочие места, причем высококвалифицированные. А весь мир идет к тому, чтобы были востребованы специалисты с новым уровнем образования, с новым качеством образования, чтобы наши люди Якутии были трудоустроены и востребованы, то есть чтобы продукция была реализована и востребована не только на внутреннем рынке, но и на внешнем. Поэтому, несомненно, надо уделять внимание и другим производствам, помимо добывающей отрасли. Кстати, о других производствах. Угольная промышленность Якутии с началом реализации территории опережающего развития, Южная Якутия, все говорят, получила второе дыхание. Как вы считаете, как должны развиваться другие отрасли промышленности? Вы затронули тему транспорта, тему инфраструктуры, что-то же еще должно быть? Несомненно, потому что инфраструктура, транспорт, они создают возможность для развития других производств, то есть других отраслей промышленности. Сегодня идет железная дорога.
То есть это появляется доступ, условно, к тем же новым месторождениям. Если мы говорим о создании новых производств, то есть близость транспортной артерии позволяет возможность экспорта из республики новых товаров, новых, то есть полученных в результатах новых производств. Поэтому надо уделять внимание лесоперерабатывающей промышленности. Надо рассматривать возможность развития алмазной, ювелирной промышленности в республике. То есть это все, опять-таки, то, чем сильна, то есть наш потенциал Якутии в целом, на что необходимо обращать внимание. То есть мы будем смотреть на развитие легкой промышленности, на развитие, поддержку местного товаропроизводителя. То есть все направления не должны остаться без внимания, которые подведомственны нашему министерству. Они все должны двигаться по пути развития. Как обстоят дела с состоянием сырьевой базы? Ведь во многом перспективы развития добывающих отраслей, они зависят именно от изученности запасов месторождений. Как министерство будет работать с научными учреждениями республики? На сегодня перед ответственным заместителем министра поставлена задача сформировать базу месторождений полезных ископаемых в части перспективы привлечения туда новых инвесторов, либо уже функционирующих инвесторов на территории республики. Стоит задача поднятия лицензий, которые на сегодня не востребованы лицензиодержателями, то есть чтобы лицензии просто так не лежали, а были востребованы, то есть и производства новые развивались. То есть мы сейчас проведем такую актуализацию этой базы данных. Отмечу, что ряд наших недропользователей ведут самостоятельную работу по восполнению своей минерально-сырьевой базы, то есть что тоже приветствуется, а что не допускает уменьшения своих запасов. Но, соответственно, для этого необходима дальнейшая работа. И на сегодня сотрудничество уже выстроено с рядом наших университетов, научно-исследовательских институтов. Но эту работу мы будем продолжать. Я думаю, в ближайшее время инициирую встречу с руководителями этих научных учреждений, то есть где мы обсудим дальнейшие перспективы взаимодействия с ними. А вот в связи с годом содействия занятости в республике активизирована как раз-таки работа по трудоустройству местного населения в промышленные компании. Как налажена работа в этом направлении с Госкомзанятости и предприятиями, недропользователями? Сейчас что у нас есть? Потому что, понятно, проводятся различные мероприятия, местные кадры в промышленность, различные проекты есть, когда и представители крупных компаний ездят по районам, по улусам, там подбирают себе специалистов, но достаточно ли этого или еще нужно? Давайте я начну с интересной точки соприкосновения в этом вопросе министерства и промышленников для начала. То есть еще не так давно я работал в угольной компании, вы об этом знаете, Якутуголь. То есть и в том числе был среди инициаторов, которые отрабатывали с Министерством промышленности и с Госкомитетом занятости возможность привлечения местных кадров в промышленность. То есть была создана и сегодня уже обучается на протяжении, получается, уже, наверное, 2 недель, с 12 марта, насколько я помню, должно было это обучение начаться. В учебном центре в селе Чурапча готовится практически 2 десятка человек для трудоустройства на обогатительную фабрику в город Нерюгри. То есть это уже практическая реализация привлечения местных кадров в промышленность. Люди обучатся, через месяц закончится теоретическая часть, 2 месяца будет практического обучения непосредственно на предприятии. То есть итого, получается, через 3 месяца люди придут на производство. Там перед ними будут открыты все пути, потому что и существует возможность, в том числе профессионального повышения квалификации, переобучения и так далее. Необходимо более тщательно подходить к вопросу формирования целевого набора студентов. То есть мы должны понимать, какие у нас планы, задачи на ближайшую 5-10 лет. То есть здесь идет совместная работа с другими, соответственно, министерствами, в том числе Министерством образования, с Госкомитетом занятости, востребованности именно работодателям конкретных профессий и специальностей. То есть чтобы учебные заведения выпускали востребованных кадров нашей промышленностью. То есть это первое. Второе. Необходимо, вот сегодня много говорим мы о дуальном образовании, необходимо проводить учебным заведениям работу по привлечению уже с 1-го курса своих студентов на практику, на конкретные предприятия. То есть, возможно, в том числе, которые будут являться будущими работодателями. По себе могу просто сказать, что
спасибо моим родителям, к труду приучали еще со школы. То есть первая практика была, по-моему, там после 9 или 8 класса. А в институте мы уже на практику были направлены после 1 курса. То есть не ожидалось, когда начнется там 3 курс, 4, 5, да, и так далее. То есть это необходимо начинать уже с 1 года своей учебы как минимум. Необходимо, и это делается, мне очень нравится, как развито это в среднепрофессиональном образовании. То есть проведение вот такого, например, чемпионата, как WorldSeries Russia. Замечательное направление, где получаются практические навыки, и работодатели сразу видят своих будущих работников. Все-таки, смотрите, тут же возникает вопрос. Вот вы много говорите о среднеспециальных учебных заведениях, много говорите о промышленных компаниях, но заинтересованность работать в промышленных предприятиях, в промышленности Якутии, она же должна исходить еще и от людей. Вот. Для этого, я прошу прощения, что не сказал, необходимо работать еще вопрос над профориентацией, уже начиная со школьной скамьи. То есть, чтобы и работодатели, и представители государственных, муниципальных ведомств принимали участие, вот, может быть, своего рода в профессиональной ярмарке в школах, чтобы были профчасы, так называемые. Я знаю, уже в отдельных учреждениях учебных, в школах, в лицеях есть эти часы, например, по субботам или они проводятся по пятницам, куда приходят конкретные люди и рассказывают о том, что за профессия инженер, рассказывают, что за профессия маршейдер, и о множестве других профессий. И ребята уже видят и понимают, то есть вот она явная реклама профессий, реклама производства будет начинаться со школьной скамьи. Я думаю, люди как раз, пусть не сразу это, да, но появится большое желание идти, работать и развивать свою родную республику. Ну и последний вопрос про деньги. Все-таки хочется спросить у вас, как у нового министра промышленности, по работе промышленных компаний, недропользователей в республике и по налоговым поступлениям. Нужно же добиваться, чтобы налогов было больше, чтобы платили больше в республику, и объемов, чтобы было больше и выработки, и продукции. Как этого добиваться? Одно из направлений, естественно, здесь есть различные пути, да, то есть есть экстенсивный, интенсивный путь, можно отметить. То есть первое – это действующие сегодня недропользователи, которые работают, то есть мы должны создавать им условия плодотворно, эффективно работать, то есть работать на повышение своей производительности, по возможности оказывать действие в поиске новых рынков, если это возможно. Но я бы здесь отметил и об интенсивном пути развития. Это как раз создание новых производств. Вот новые производства и позволят прийти, чтобы в казну республики пришли новые средства, новые налоги, чтобы налоговая база росла, то есть это, соответственно, будет отражаться на благосостоянии якутян. Максим Викторович, спасибо большое, что вы пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Я напомню, что о перспективах развития промышленности Якутии говорили с новым министром промышленности и геологии республики Максимом Терещенко.